Круглый стол на тему идейно-политические проблемы восстановления абхазской государственности на современном этапе открыл руководитель общественной организации «Абхазская национальная конференция», кандидат исторических наук Гурам Гумба. Он подчеркнул, что государство строится в соответствии с социально-экономическим, политическим, культурным состоянием и потребностями для создания условий поступательного развития народа. Одним из обязательных критериев является наличие элиты с единым мировоззрением. Я думаю, что мы не только еще не восстановили абхазскую государственность, не только не начали, я думаю, что даже понимания о необходимости восстановления абхазской государственности до сих пор нет, отметил Гурам Гумба. Сегодня что мы строим? Да? Если мы имеем экономическую базу, то есть такой гибрид социалистических и капиталистических систем. Гибрид такой, да, вот происходит, это непонятно. Политическая структура, если мы, что мы сейчас, в принципе, политические структуры, если мы имеем то же самое, у нас идет такое, да, активная интеграция в соседние государства политические. Наша культура, она, как и в Советском Союзе, сегодня выполняет курортно-сервисные функции. Мы можем говорить, что в абхазском государстве в основе лежит абхазская культура, что мы говорим, что восстанавливаем, значит, государственность. Мы можем говорить, если абхазское государство, почему не функционирует язык в абхазском государстве. Замдекана исторического факультета АГУ, кандидат исторических наук Виктор Авицба выступил с докладом на тему правового аспекта строительства государства. Он отметил, что традиционное право абхазов сохранилось по сей день, несмотря на давление сначала Российской империи, а затем и Советского Союза. Виктор Авицба подчеркнул, что является сторонником использования элементов традиционного права в современном судопроизводстве. Здесь вот я хочу зачитать то, что писал, то есть Юрий Гудисович, прекрасно вы знаете, вот он в статье вот по данной проблеме вот и говорил: мы далеки от мысли, что успешные примеры действия народной дипломатии в прошлом можно автоматически переносить в современность, поскольку участники исторических событий всегда были современны для своего времени. Понятно, вот если мы как там попытаемся или будем пытаться, что вот у нас такая традиция была, вот как было, если мы будем просто брать оттуда и вводить без изучения, без каких-то корректировок и так далее, вот возможно будет совсем ситуация, которая непоправимая. Но вводить надо вот где возможно. Сразу это уголовный кодекс или там и другой процессуальный кодекс и так далее, целиком менять и приспосабливать и так далее, наверное, невозможно будет. Но какие-то элементы, где возможно, понемножку это надо начинать и не медлить, потому что чем дальше, тем становится сложнее. Историк, научный сотрудник АБЕГИ Руслан Гошба согласился, что традиционное право абхазов справедливо и даже милосердно. Например, смертная казнь не применялась даже в случае тяжких преступлений. Какое самое страшное преступление у абхазцев? Назову два первых. Сейчас не буду играть в загадки. Первое – это богохульство, то есть тикум изгоняли с Абхазии. Второе – измена родины. Еще, вот самый, и поэтому там были, конечно, там воровство скота, угон лошадей, но их быстро решали. А это были страшные преступления, которые наказывались изгнанием навечно из родины. Не убивали. Потом с позором. Я к чему говорю? Есть шикарный у нас закон, вот Виктор Яхацкий, он сидит 20 лет в теме, то я уже лет 20 об этом не говорил. Но я знаю, что несколько диссертаций по этой теме защищено на Ростулаги, Апсныги, на Шачаги. Так что надо работать, надо издавать, надо привлекать молодежь. Ты очень хорошо сказал, как о внедрении в жизнь нужно несколько тем подготовить, поручить и работать. Предприниматель, общественный и политический деятель Леван Мика отметил, что особенностью абхазской правовой системы всегда было совмещение прецедентного и римского права. Сегодня наша судебная система не пользуется безусловным авторитетом в обществе, потому что по похожим делам принимаются разные решения под влиянием разных факторов, будь то коррупция или телефонное право, подчеркнул Леван Мика. С чего бы можно было бы начать в этом плане и какие шаги сделать? Я думаю, это вот есть практика досудебных разбирательств, в котором можно было бы использовать элементы
традиционного нашего права, которое является частью мировой традиционной судебной системы и правовой системы, так сказать, правовой системы. Вы знаете, когда происходит какой-то конфликт, или у нас говорят, как будем решать, по-абхазски или по закону. Вот чтобы этого дуализма не было, по-абхазски и по закону, чтобы было одно, это вообще должна быть единая система правовая, да, абхазский закон должен быть, не должен противоречить основным принципам абхазского мировоззрения. Общественный и политический деятель Аслан Басария считает, что грядет крах капитализма и глобализации. На наших глазах происходит разрушение международных институтов. Некоторые страны закрываются в свои национальные квартиры, возвращаются к истокам, понимая, что глобализм не сработал. В данное время нам нужно сосредоточиться на построении своего государства, уверен Аслан Басария. Нам нужно сосредоточиться на идеологии. У нас очень часто в обществе звучит, что нам нужны лидеры какие-то и так далее. Ни один лидер не решит тех задач, которые должны реализовывать мы все вместе. На самом деле форм очень много в мире, и не только партийных форм. Они есть. Есть религиозные организации, есть союзы племен. В разной стране по-разному. Мне кажется, нам не нужно бояться отличаться. Нам не нужно бояться отличаться. Это, на мой взгляд, такой вот основной постулат. И хочу в этом отношении маленький пример привести из своей жизни, будучи студентом в Москве, значит, проходя по улице Тверская, я обратил внимание на газету, в ларьке продавалась газета, где крупными буквами было написано «Демократия по-абхазски». Я, естественно, побежал к этому ларьку, приобрел эту газету и начал читать. Значит, все сводилось, статья, огромная статья сводилась к тому, что, наконец, в России по аналогии с Советом Старейшин учредили общественную палату. Буквально через месяца два в Абхазии появилась общественная палата. Смешно. Институты демократии в традиционной форме в Абхазии существовали очень давно. Участники круглого стола продолжили обсуждение идей и предложений по восстановлению абхазской государственности на основе традиционных ценностей. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.